Kucağını aç sen bana ey güzel Kırım. С чего начинается Родина? С бездонного неба, синего моря, с первым словом «мама» на родном языке, с первым шагом ребенка по родной земле. У каждого человека свое представление о родине, но для многих крымских татар оно одинаковое. Сложно представить, но здесь 25 лет назад было просто голое поле. Сейчас, спустя четверть века, здесь кипит жизнь. На когда-то пустом поле сегодня стоит целый микрорайон Борчук-Рак, или как его еще называют Фонтаны, где живут около 8 тысяч крымских татар. В начале 90-х старшее и среднее поколение жителей Борчук-Рак пришли на этот клочок земли, чтобы построить здесь, в Крыму, свой новый дом. Год массового возвращения крымских татар на свою родину. После почти полувековой депортации и тоски по земле, где осталась душа народа. Найти путь домой была главная цель нескольких поколений, оказавшихся в далекой ссылке. И не только тех, кто был депортирован в 1944-м, но и их детей и внуков, родившихся и выросших на чужбине. История возвращения каждого народа на родину состоит из судеб сотен тысяч людей и их семей. Войди в каждый крымско-татарский дом и услышишь свою историю возвращения. Мы расскажем о 3 из них. О семьях, живущих сейчас в нынешнем микрорайоне Борчук-Рак, которого еще 25 лет назад не было на карте Крыма. Семья Муртазаевых переехала в Крым из Казахстана с маленькой дочкой на руках. О далекой родине своих предков слышали только по рассказам своих родителей. Я родился на Урале. В 1953 году, и мне 2 годика было, мы переехали в Среднюю Азию, в Казахстан. В Казахстане прожил я 25-30 лет прожил в Казахстане. Родители приезжали сюда, в Крым, и постоянно рассказывали про Крым. Я еще такого не знал, только по словам. Слышал, что Крым такая наша родина, и у меня такое впечатление осталось. Я обязательно себе дал задачу, чтобы я приеду в Крым и увижу свою родину, родителей. Мне мама и отец с Ускута, мама всегда рассказывала, как на заре виноград от солнечных лучей, как он блестел. Вот это она всегда рассказывала с таким этим. Я себе это представляла вообще, как, знаете, как будто тут в Крыму виноград алмазный такой. Ну, вот так она мне его рассказывала, описывала всегда. Но они всегда с большой ностальгией рассказывали нам о Крыме. И, ну, как с молоком матери, можно сказать, нам это, ну, как привили. Соседи Муртазаевых, семья Салимовых, несколько раз пыталась вернуться в Крым. Каждый раз безуспешно. Тогда решили, если не в Крыму, то хотя бы рядом с ним. В 1964 году Бабам надумал ехать в Крым. Собрал нас, мы продали дом и поехали. Мы приехали, но нас не пустили в Крым. Как бы назад возвращайтесь. Ну, родители сказали, назад мы уже не поедем в Узбекистан, мы остались на Кубани. Здесь семья обжилась, обросла связями, но тоска по родине не давала спокойно жить. В начале 90-х твердо решили, пусть будет сложно, но надо ехать домой. Переехали и сразу столкнулись с проблемой жилья. Цены были космические, конечно.
которые дома наши родители, у наших родителей отобрали дома, остались. Нам же их и продавали, но за сумасшедшие цены. Это невозможно, нереально было тогда их покупать. Если даже их покупали, не давали их оформлять. А вот семья Аблялимовых жила в Новороссийске. Покой потеряли, как только услышали, крымские татары массово возвращаются на родину. Мать Ришата уже не могла спать спокойно. Когда в 88-м, когда уже пошло движение возвращения крымских татар, то она потеряла свой покой. То есть надо вернуться, надо вернуться. Но переезд в Крым для них стал всего лишь началом новых испытаний. Это была настоящая борьба за выживание. Пикеты, митинги, голодовки, массовые демонстрации нередко приводили к столкновениям с правоохранительными органами. Но все это не сломило стремление крымских татар продолжать бороться за право жить на земле своих предков. Во всех городах и районах, где собирались переселенцы, образовались инициативные группы. Они, пройдя долгий и бесполезный путь законного получения жилья и земли, начали искать и находить свободные, никем не занятые участки, чтобы начать строительство. Так появились первые самострои, в том числе и в нынешнем микрорайоне Фонтаны. Тогда-то во фразеологии власти появился термин «самозахват». Группа создалась, и нас направили вот на этот Фонтан-3. Вот это, где мы сейчас находимся, это захват Фонтан-3 называется. Вот мы группой 16 человек захватили этот поле, вот этот кусок поля. Услышал от родственников, что здесь берут участки, говорили самозахват, а мы себе это самовозврат. Пшеницы еще не было здесь. Просто пустое поле было. И решил здесь остаться. И жене, детям сказал, мы отсюда больше никуда не поедем. Самовозвраты были организованы в разных регионах Крыма. Вернуть земли, которые положены крымским татарам по праву, было нелегко. Чтобы участки не отобрали, жили прямо здесь, в чистом поле. Кто-то поставил палатку, кто-то ночевал в машине. И начали все вместе быстро строить времянки, не зная, кому какая потом достанется. Первые саманные домики заселяли семьи с детьми. В течение года чересчур трудно было. Стройматериал был дефицит. Вообще мы делали даже, завозили глину, уже копали. Саманы, как в Азии. Саманы начали делать. И потихоньку построили одну времяночку. Вот чтобы у кого маленькие дети были, у них возврата уже никуда не было. В этом мы поселили их туда. Нет, они мучились так. Одни ракушки возили, другие стройматериалы, там шифер, там лес возили, чтобы для стройки. Ну, строили 3 на 4. Сначала кибитки такие маленькие, лишь бы голову засунуть туда. Вот построили 3 на 4 домики. Кто сразу начал с большого дома, то есть я начал сразу под большой дом. Это риск был? Риск, конечно, риск. То есть, естественно, мы раз пришли, я не думал, чтобы его бросить и уйти. Поэтому я думаю, раз рисковать, так надо рисковать до конца. Как у нас говорят, если фундамент есть, значит дом построил уже. Поэтому это удовольствие было. Я, тем более, фундамент вместе с подвалом. На второй год уже, когда сделали, в подвале мы... то есть я ночевал в подвале, то есть под свечкой. Жизнь под открытым небом, неустроенный быт – это еще не все проблемы. Главное было в том, чтобы сохранить самострои от милицейских погромов и преследования властей. И в этом помогло только одно – единство народа в его неудержимом желании любой ценой зацепиться за родную землю. Не сумев побороть эту объединенную народную силу, власть пошла по пути мелких пакостей. Мы приходили участковые, приходили все милиции. Вот, например, мы
И нашли емкость воды, это приобрели, наняли водовоз. Он завез нам воду. Тут же, когда выезжал, его гаишники остановили, забрали документы. Милиция даже на дорогах стояла, не пропускала груженные машины, допустим, со стройматериалом. Приходилось в объезд объезжать, ну, выходили из положения. А если там кого-то найдешь водитель, который, он говорит, я туда не повезу, потому что лишат права или оштрафуют. Поэтому то было проблематично. Поэтому там любыми ходами то завозили, потому что Крым он такой, то есть многодорожный объект. Но более всего огорчала реакция местных жителей, которым десятки лет вдалбливалась мысль о крымских татарах как о чужаках, о врагах, о том, что их нельзя пускать в Крым. Татарская предательница, ты понял? Предательница, колотица, придет вам конец, вот вам Крым. Во войны Крым продала, зараз продаешь Крым, понял? Галина проклятая. Вы предали народ! Оскорбительные слова, туда-сюда татары едут, что вам надо. Предатели Родины, татары едут, они рогатые, они бандиты, они режут детей. И в водокачку, прямо действительно вот так говорили, вот, местные сами. Потом, когда узнали, что мы люди простые, гостеприимные, и, ну, душевные все, вот, они говорили, вот нас, пока вас не было, нас настраивали, что татары такие. Было такое, что мы слышали, что вот понаехали сюда, наш хлеб кушаете, нам хлеба не хватает из-за вас. Это было. Потому что я на автобусе работал, я слышал это все. Хотя они думали, что я не татарин, я на татарин, они думали, что я какой-то другой нации. И вот между собой они вот это вот, ну, я и говорил, я потом играл, вы знаете, кто я такой? Я татарин. Что значит, я должен вас не брать? Вы же, говорю, едете куда-то, на работу торопитесь. Я же не опаздываю, вовремя везу вас. А при чем здесь татары? Мы, говорю, такие же люди, как и вы. И вот они потихонечку начали потом с нами общаться. И поняли, что мы, оказывается, не такие, как им говорили, что вот татары там двухроги или там еще какие-то там приехали кровь с вас пить. Они ошибались в этом сильно. Ночами здесь мы дежурство создавали, потому что здесь власти специально настраивали людей против нас. И ночами приходили здесь, чем мы фундаменты наши разваливали, ну, угрожали. Мы это все сквозь пальцы пропустили, все это. Моя дочка первый класс, когда пошла, они говорили, вот ваша дочка на русском языке не умеет разговаривать. Она скромная была. Она читать буквы не знает. А потом, пока жена не пошла, при учительнице начала дочка читать, она удивилась, как. Она почему, говорит, это так? Ну, потому что внимание не обращайте, вот на татары. Они так смотрели на нас, татарин, ну, одно слово такое. И так презирали то, что вот керосинка, лампы, ну, керосином пахнет одежда. Вот. Спали, конечно, да, и в соляркой пахло, и керосином пахло. Когда в 1991 году, благодаря упорству людей, большинству семей в Борчохраке начали выдавать разрешительные документы на землю, показалось, что все проблемы позади. Но в стране начался экономический кризис, инфляция. Из-за денежной реформы люди потеряли оставшиеся сбережения. Начался еще один период выживания. Как найти способ заработать деньги, чтобы прокормить детей? На какие средства купить дефицитные стройматериалы, чтобы строить дома? Я, закончив в Москве институт строительный, я не могла никуда устроиться. Приехали мы сюда, ну, допустим, ну, в 90-м году. В 91-м получилась инфляция. И то, что у нас были денежки, они все сгорели. А на руках что у нас могло остаться? Чуть-чуть. А как-то надо было жить. На работу не брали.
С нами дети. Их надо учить. В школу надо, их одеть надо. Покушать надо. Надо было найти деньги. А где? Ну, начала я пирожки жарить. Тесто ставила в 4-3 утра, вставала, замешивала тесто. Периодически вставала, его сажала. В 6 я уже вставала, их жарила. И к 7 часам я несла их на рынок, на ЖД вокзал. Когда продадим, когда отберут, когда оправдаем то, что затратили. С работой была проблема. Нет, вот выезжали таксовать то ли в Новороссийск, то ли здесь в Симферополе. Куда не пойдешь, яблонные сады, на полу навалом их было, только собирай. Тут же соберешь, буквально километров 20 проедешь, там вот приемочные пункты были. Вот и сдам, и этим, благодаря этому жили. На эти деньги мы покупали стройматериал. Себе ничего не позволяли, потому что не одеться, не это, потому что надо было построиться. Еще одной проблемой стало полное отсутствие инфраструктуры в поселке, где не было ни света, ни воды. И, конечно, отсутствие дорог. Дороги мы сами сделали, потому что здесь почти 1,5 метра чернозема было, ну, тоже мягкий грунт. Приходилось 1,5 метра грунта вырезать, вот эту дорогу, а потом отсыпать его щебнем, это все своими руками. А до этого вообще, когда захват был, вот по колено вязли в грязи. Мы сами собирали деньги, собирали людей, звали этих строителей, дорожников. Вот. Ну, они нам просто верхний слой убрали и сами же закупали щебенку, камни, все засыпали. И до сих пор эти дороги есть у нас. И на них ездить невозможно. Это только пешочком, если не запачкаться сильно. А так было по колено грязи. С первого же дня строительства поселка люди задумались и о том, как будут в нем жить их дети и старики. Местные активисты сразу же отделили участки земли для строительства мечети и школы. Cami kurmak gerek, bizim halka akça diyen şey o yılları anmanın çaresi yok idi. O yan bir yan dolandık, Türkler gelmeye başladı, bize kurban etleri alırlar, onların laf edip Türkiye'ye yazmaya, müftiyat yazay, meclis yazay, ben özüm yazdım Türeski müftiyata birkiyat, halkın ardından Türkler yaxşı sual geldiler. Cami kurmaya, bu camiler Kırım'dan birinci cami desem galiba yalan olmazdı. Bu camiyi kırdıkta bütün halk toplandı, burada dua ettik. А у yerde bir бугаз ойдuk. Как отметил Али Ага, русские соседи не сразу одобрили идею строительства мечети. Ezanlar başladı. Bu evlerden birkaç Kazak benden geldiler laf etmeye. Bu minareden pek bağırırlar, yuklamaya koymaylar. Ne vakteci olacak bu şey? Bu şey dedim temel olacak. Ne kadar Kırım duracak, artık son kesilmeyecek. Son bana karşı çıkmaya başladılar, mecbur oldum anlatmaya. Bakınız diyeyim, Hristiyanların dinleri var, çan kakaylar. Çan ne kadar büyük olsa o kadar yakşı. 20 kilometre sesi çıkıyor canın. Bizim Habezan'dan okuyor 1 kilometre, 2 kilometre. Ya sizin kalktığınız canlara siz birinden eşitiniz, İşte o bizi zarar getiriyor. Biz biliyoruz o gerek de onun için çan kakaylar. Bizim de ezan okuyorlar. Sizin çan kakması namalebin приглашает. Bizim ezan okuması тоже namaza çağırırlar. Ondan sonra tekrar yoruk oldular.
А вот школы как не было, так и нет. Строить ее начали еще в 1993 году, но проект каждый раз замораживался из-за недостачи финансирования. Местные жители даже прозвали ее «школой 4 президентов». У нас очень много детей вокруг. Они ходят в разные школы, 15-ю, в 11-ю, там другие школы в город ездят. У нас для детей здесь нету ни одной спортивной площадки, где дети могли бы развиваться, заниматься. А школа даст нам все. И развивать культурно, и спортивно детей воспитывать. Здание школы на Борчокрак – это своеобразный символ отношения власти к решению проблем обустройства крымских татар. Здесь всюду трещины – на стенах, на полу, зияющие провалы окон. И обещание, что вот-вот и школу достроят. И так все 22 года со времени начала строительства. Вот видим, вот стену, видите, она обвалилась. А с чего она обвалилась? От сырости. Дождь прошел по стене, она замерзла, отмерзла, и вот вся стена обвалилась. Значит, крышу тоже надо за это время делать ремонт. Здесь вот во дворе школы вот данная площадка предназначена для спортивной площадки. Где здесь будет футбольное поле, баскетбольное поле, волейбольное поле, беговые дорожки и другие атлетические такие снаряды, наверное, будут установлены. Где дети наши будут развиваться, играть, веселиться. Вот видите, как прекрасно здесь все, если все это сделается. И тем не менее, сегодня это вполне благоустроенный микрорайон, который его жители создали собственными усилиями, чтобы дети не испытывали тех трудностей, что выпали на долю родителям. Борчокрак почти полностью газифицирован. Правда, проблема с дорогами как была, так и осталась нерешенной. Но разве можно крымских татар напугать бездорожьем? Они живут во вновь отстроенном доме, растят в нем своих детей, мечтают о будущем, отмечают общие праздники. Один из них – День национального флага. В прошлом году его провели именно в Борчокраке. Обычно он проходил на площади в центре Симферополя, но из-за запрета местной власти День флага решили отметить на фонтанах. Да еще оцепили место его проведения турникетами и шеренгами правоохранителей. Ну да, крымским татарам и к этому не привыкать. Ведь желание жить у себя на родине и борьба за это право у них в крови. Я рад так, что живу в Крыму, и мои дети, и, наверное, внуки будут все, они на своей родине. Даже не скажут, как без человека родины нет, а я все-таки на родине. Вот как-то в Азии жил, но родины нет, только мечтали об этом. А мы сейчас вернулись, я очень рад. Конечно, я ничем не жалею то, что мы вернули на свою, как говорится, исконную родную землю, крымско-татарскую. И если надо будет, еще раз повторим это такой же подвиг. Я не считаю это подвигом, может кто-то считает подвигом, но я считаю, что это, как говорится, возвращение на исконную историческую родину крымских татар. Наш народ не боится никаких трудностей. Как бы тяжело не было, все равно стремится содержать свою, поднимать свою культуру, сохранить свой язык и учить своих детей и внуков. С чего начинается Родина? Для этих людей она началась с этого клочка земли, политого их потом и слезами. Для них Родина начинается с порога их дома, который они начали строить 25 лет назад. В нем растут их дети, внуки, в нем их душа, наполненная радостью возвращения. Yeşil dağlar
Qucağını aç sen bana ey güzel Kırım.